Салам алейкум, дорогие подписчики. Хотела рассказать вам насчет этого, как это обвиняет, клеветает наш пророка Мухаммад, саллаллаху алейhi, что якобы он разговаривал с шайтаном. Он не разговаривал с шайтаном. Ни одной пророк, ни одной посланник и шайтан не разговаривали. Э, Они с ангелом встретили. Ангел, как это, э, между Аллахом, между пророком, посланником, ангел был, который он, как это, был Джабраил алейхиссалам, который это все это видение, которое от Аллаха принес к всем посланникам и пророкам. В том числе наш пророк Масалам, он последний пророк, избранный человек. Ни одной истории, ни одной как это, о жизни пророка Масалам нигде нету, ни одной как слова, что якобы он разговаривал с шайтаном. Это как это абсурд, клевета и обвинений на адрес наш пророк Мухаммад Салам. Он был мы называем его еще Нуруллах, свет Аллаха, мы называем еще его. Амин. Ну, у него много это имен, наш пророк Мухаммад это был. Амин, это он был как это Амин, потому что он был это безопасный человек. Еще это Ахмад, имя Мухаммад, имя Мустафа. Имя Мустафа это обозначает это избранный. А Мухаммад, который это благодарящий человек, который благодарит Аллаха всегда. Вот. Это у пророка много это имен было. Это вот я сейчас называла. А шайтана видел пророк Мухаммад, он шайтана видел. Как он видел? Однако, я сейчас расскажу вам пример, как это. Однако с подвижником они идут в мечеть, из мечети, и с ними, как это, халифата с ними, Абу-Бакр, Умар, Усман, Али. А напротив них это идет шайтан. Пророк шайтана видит и улыбается. А сподвижник спрашивает, почему вы это улыбаетесь? Говорит, что это? Скажите, что тоже мы улыбаетесь. Пророк говорит, шайтан шел напротив нас, а когда смотрел на это Умар, он испугался и отошел от дороги. Потом пророк еще продолжал свои слова, сказал, что даже шайтан боится Умара, говорит. Такой, говорит, щедрый наш Умар. Даже шайтан боится Умара. Вот таким способом он видел шайтана. А что шайтаном разговаривал, это все это как абсурд, клевета. Пожалуйста, уважаемые блогеры, уважаемые сестры, люди, уважаемые в Голливуде, не за эти истории наш пророка не трогайте, пожалуйста. Оставьте наша религия на своем месте. У нашей религии есть свои историки, свои как ученые, которые они могут донести до людей, кто был пророк и с кем он общался, с кем он встречался. Это не вам, это нам, мы должны, вот это специалисты, профессионалисты, это по религии ислам. Это что такое? Каждый из вас входит в соцсетях и рассказывает о нашем пророке. Кто вам дал право? Кто вам дал право? Не имеете права. Как мы не имеем права? В нашей религии запрещено обсудить это другие религии. Мы не имеем права, потому что наша религия не разрешает, что мы сидели с кем-то где-то, как это обсудить другие веры, другие вероисповедания, которые находятся в нашем мире. Мы не имеем права. Только мы имеем право сказать и рассказать о нашей религии. Ислам своим мусульманам, своим верующим нашей религии ислам. Вот только это мы имеем право рассказать нашей религии. В том числе имеем право сказать правду и просить вас, предупредить, пожалуйста, прекратите и не делайте такие рассказы о нашей религии. Потому что не знаете, не учили нигде, у вас нет информации, нету образования религиозного. Кто вам дал право, что вы рассказываете о нашей религии, дорогие мои, которые клеветает и всякие абсурды чужие несете на наш пророк Мухаммад саллаллаху. Вот, поэтому будьте осторожны, что потом вот тех, которые они противоречат
наша религия. Потом они по заслугу получают, правильно? Поэтому очень аккуратно. С каждой религией не надо. Как вот мы это не трогаем, никакие это религии, правильно? А вы тоже не имеете права трогать наши религии. Мы же не трогаем вас, не говорим о вас, о других это религий, кроме религии ислам, правильно? А вы тоже не имеете права сказать и говорить о нашей религии, это, или о нашем пророке Мухаммад саллаллаху. Мы верим в Аллаха, мы любим все пророки до единого. Иисуса, Моисея, это все это пророками это любим. Кроме нашего пророка Мухаммада саллаллаху, остальные все это мы как любим. Это 25 это пророки, которые их имена есть в Коране. Мы всех это верим и как пророк их любим, верим. Вот, поэтому берегите себя аккуратно. Не играйте, как если пословица, с огонем. Не надо играть с этой против Аллаха, как это сказать, что хотите. Нет. Как мы вот это не имеем права, значит, не надо трогать. Какая-то религия, чья-то это вера, не надо трогать. Мы же не трогаем никакая вера, никакое это вероисповедание. Ведь никто тоже не имеет права какая-то вера, какая-то это религия, какая-то трогать и сказать, и нести всякие абсурды, всякие, как говорят, чужо. Вот это хотела тоже сказать вам. Дорогие подписчики, спасибо большое, что вы смотрите. Как это? Поделитесь, пожалуйста, и лайк, и подписаться. У нас это что-то чуть-чуть холод чувствуется. Благодарю еще раз за внимание.